Чемпионы казахстанской лиги завершили съемки в ТАФ. Дебют Диара Нургожаи в UFC и громкий вызов Петру Яну. На календаре четверг, а значит мы вновь обсудим интересные новости. Всем привет, меня зовут Алена и это Найзадай Ньюс. Ужас Искараев выходит на главный бой Brave 93. Казахстанский файтер Ужас Искараев готовится к решающему испытанию, главному бою турнира Brave 93 в Чжэнчжоу. 18 апреля он сойдется с грузинским ветераном Раулем Татараули, который знает вкус чемпионства, но, правда, уже дважды оступился на пути к мировому признанию. Для Искараева этот бой – шанс доказать, что его имя должно звучать на международной арене. Подготовка идет в особых условиях, друзья, ведь файтер соблюдает Рамадан. Но, как сам признается, силы есть, настрой железный. Будем надеяться, что он справится с испытанием во всех смыслах этого слова. И, конечно же, давайте максимально его поддержим в комментариях. Жанибек Алимханула бросил перчатку Канело. Это будет не просто payday. Казахстанский чемпион мира WBO и IBF Жанибек Алимханула не стесняется громких заявлений и вызвал на бой обладателя 3 титулов во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса. Если он готов, то и я готов. Но это будет не просто payday. Это будет жаркий, нервный и стрессовый день для Канело, заявил Казахстайл в соцсетях. В мире бокса термин payday означает бой за крупный гонорар. Но Алимханула намекает, что для Канело этот поединок станет не просто кассовым, а настоящим испытанием. Однако, прежде чем мечтать о встрече с Альваресом, Жанибеку предстоит защита титулов. Уже 5 апреля в Астане выйдет на ринг против француза Анауэля Нгамисинге. Станет ли этот бой ступенью к суперфайту с Канело? Кстати, это не первый вызов Жанибека, который он бросает Канело. Кудахчет, но не дерется. Карлос Адамас жестко прошелся по Жанибеку Алимханулу. Война слов в среднем весе набирает обороты, друзья. Чемпион WBC Карлос Адамас не стеснялся в выражениях, заявив, что Жанибек Алимханула, который обладает титулом WBO и IBF, избегает боя с ним, несмотря на отправленный контракт. Он цыпленок, только кукарекает, но не подписывает бумаги, заявил доминиканец. Добавив при этом, что казахстанец боится повторения их спарринга, где, по словам Адамаса, ему пришлось несладко. Напомним, что Адамас уже несколько раз утверждал, что отправил все нужные документы команде Алимханула, но ответа так и не получил. Карлос даже намекал на доказательства своих слов, но они так и остались нераскрытыми. Что на это ответит Алимханула и что думаете по всему этому вы? Пишите. Завершились съемки 33-го сезона ТАФ, в котором приняли участие 2 чемпиона Лиги Найза – Алиби Идрис и Даниил Донченко. Напомним вам, что в рамках реалити бойцы живут в одном доме и проводят бои на выбывание. Чтобы дойти до финала, нужно победить в 2 поединках. Финалы проходят на турнирах UFC, друзья. Победитель шоу получает контракт с Лигой. Во время съемок у бойцов отбирают телефоны для предотвращения утечки информации. Теперь же Алиби и Даниил вышли на связь в своих инстаграм-аккаунтах. К сожалению, бойцам нельзя раскрывать подробности съемок, и поэтому нам остается только ждать выхода реалити. Короче, для всех, кто спрашивает, Казахстан алға шоуды қараңдар. слава Украине! Смотрите шоу, вопросы не задавайте, кто, что, да как. Ассалаумалейкум барша қазақ елі, баршаңызға Алла разы болсын. 40 күндей біз хабарға шықпадық. Өте қиын сондай шоу, реалити шоу болды. Баршаңызға рахмет. Бәріңізден кешірім сұраймын. Бұл үлкен шоу, ештеңе айта алмаймын. Жақында үлкен 12 сериядан тұратын біздің жекпе-жекке шығады. Күтіңіздер. Бәріңізге рахмет. Әрбір қиындыққа жеңілдік берер. Біз қолымыздан келген бәрін жасадық. Первая серия запланирована на 28 мая текущего года. Финальный же эпизод выйдет в свет 13 августа. Ануар-мотиватор Бекимбетов сделал вызов Петру Яну. Как тебе такой, Илон Маск? Казахстанский боец Ануарбек Бекимбетов, известный под прозвищем «Мотиватор», вновь оказался в центре внимания. И на этот раз он нацелился на крупную рыбу, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Бекимбетов не стал церемониться. После того, как в сети появилось видео, где Ян во время тренировочного сбора в Таиланде отрабатывает удары по корпусу с Куатом Хамитовым, мотиватор решил высказаться. Что-то Петр везде шумит. Я бы его наказал. Петр заметил этот вызов и вот что ответил. Петюша, ты конкретно говори, выйдешь или нет. Таиланд приходи, туда приходи. Ты чё, именно, по порожнякам гонишь?
Куда мне приходить? Я в Казахстане. Организацию увидит, в любом организации, хоть там Fight Night, All Star, не имеет значения, можем конкретно подраться, я тебе настоящий бокс покажу. Твой бокс, я тебе скажу, уже ни о чем. Уже давно ни о чем. Поверь мне. Выйду или нет? Приезжай туда-сюда. Видишь ты, как отпрыгиваешь? Ты даже не говоришь, выйду или нет. Приезжай туда-сюда. Ты знаешь, у каждого человека есть дела конкретно. Дела по-казахски это шаруана. Если ты выйдешь, ждем организации, ждем контракт, я смело прихожу. В бою мы с тобой встретимся, и все. За Петра тут же решил вступиться Тимур Фартовый, назвав Ануара казахским Рэмбо. Фартовый считает, что Бекимбетов не достоин драться с Петром. Всех приветствую, всем салам алейкум. Я смотрю, там на Петр Яна газует какой-то казахский Рэмбо. Послушай сюда, вентилятор, как сказал Петр Ян. Петр Ян был моим капитаном команды, я знаю, какой он достойный парень. Ты такие вещи ему пишешь и вылаживаешь в соцсеть. Наш хайпажор, скриншоты делаешь. Будь мужчиной, ты не достоин с ним драться. Поделись со мной, если ты мужчина. В ответ мотиватор проехался и по нему. Стоит отметить, что на данный момент Ануарбек активно готовится к бою по правилам бокса против Мухита Амантаева. Их поединок назначен на 6 июня в Алматы и обещает быть не менее горячим, потому что ведь за этой историей тоже стоит конфликт. Что ни говори, а привлекать к себе внимание Ануарбек точно умеет. Сегодня 10 казахстанских боксеров будут бороться за выход в полуфиналы чемпионата мира 2025 среди женщин в сербском городе Нише. Пожелаем девочкам удачи! В ночь с 15 на 16 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night. В главном бою вечера Марвин Веттори и Роман Долидзе проведут реванш. Первая встреча Марвин победил единогласным решением судей. В данный момент итальянский боец занимает 8-ю строчку в топе среднего веса. Долидзе же расположился на 12-м месте. А поводом проснуться пораньше для казахстанцев станет дебют Диара Нургожая. Его соперником станет бразилец Брэнсон Рибейро, который так же, как и Диар, попал в UFC через претендентскую серию Дана Уайта. На данный момент он провел в лиге 3 боя, одержав победу в одной из них. Его рекорд 16. Рекорд же Нургожая, друзья, 10-0. Подготовку он прошел в зале Kill Cliff, в котором тренируются, кстати, Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев. В углу у него будут Диас Кабдуов и Саид Сапаров. Желаем Диару победы! А еще на турнире дебютирует экс-чемпион казахстанской лиги Найза Ю Суйон. Ю получил контракт с лигой через шоу Road to UFC, где в финале победил этнического казаха из Китая Балгана Жингасула. Соперником южнокорейского бойца станет Джей Каннингем. Пожелаем удачи Ю тоже. На этом у нас все, друзья. Делитесь вашим мнением в комментариях и увидимся в следующий четверг. Всем пока!